Уже совсем скоро в нашей стране стартует поистине грандиозный международный музыкальный проект фестиваль Гранд Опера Гала. Очень символично, что именно в этих стенах, в стенах всеми любимого нами театра имени Фазиля Искандера мы записываем наши интервью, так как в этом театре когда-то проходил один из концертов этого фестиваля. Гость моей беседы идейный вдохновитель, автор проекта, музыкант, вокалист Саид Габечия. Саид, здравствуйте. Насколько мне известно из вашего пресс-релиза, я как бы понимаю, что именно в этом году вы отмечаете такую красивую сакральную дату, семилетие, да, как бы фестиваля, хотя ваш фестиваль был изначально организован в 2015 году, соответственно, ему уже 10 лет, но ввиду определенных обстоятельств, там, пандемия была, ну, какие-то такие сложности, была небольшая пауза. Но, тем не менее, я думаю, что абсолютно уверена, что все-таки фестиваль пользуется популярностью, и все, и гости нашей страны, и наши жители, собственно, все с нетерпением ждут этих мероприятий, этих концертов. Но что самое главное, хотелось бы, конечно же, отметить, что в этом году вы посвящаете этот фестиваль 50-летию концертного зала Пицунского храма. Вот если можно, более детально расскажите, пожалуйста, об этом и вообще, в принципе, о концепции фестиваля и о том, может быть, немножечко мы в историю окунемся, о идее создания. Вот все-таки вы являетесь вдохновителем этого проекта, и я думаю, что лучше расскажете вы. Здравствуйте еще раз, Белла. Большое спасибо за ваше внимание к фестивалю и ко мне. Я очень-очень рад этому. С удовольствием вам расскажу о нашем проекте, нашем фестивале и, в частности, то, что будет происходить в этом году, 50-летие органного зала, концертного зала Пицунского храма. Это очень важное событие для нашей страны. И для меня огромная честь посвятить фестиваль именно этому событию. Мы подготовили 4 концерта, совершенно фееричных и уникальных, как я считаю. На открытии фестиваля прозвучит рождественская оратория Сен-Санса. Это небольшое произведение, оно идет всего 40 минут, поэтому перед ним еще будет прелюдия из нескольких произведений, которые представят тоже и струнный оркестр, и хор, и орган, конечно. Изумительная совершенно программа получилась, и дирижировать будет Любовь Носова, дирижер, молодая артистка, которая работает и во Франции, и в Италии, и в России много работает. Вот в новом сезоне она начнет работу в Петербурге. Вот. Я очень рад, что она согласилась приехать. Для нас это большое тоже событие. Вторым днем будет Астор Пьяццола. Тоже я считаю, что очень интересная программа для Абхазии в том числе, и очень популярная музыка. Будет струнный оркестр, присоединится к ним орган. Также мы привлекли гитару и аккордеон, и еще рояль для некоторых произведений. В программе прозвучат времена года в Буэнос-Айресе и какие-то избранные сочинения композитора. 17 числа долгожданный приезд. Я очень рад, что Екатерина Мечетина у нас приглашена. Я рад, что она согласилась приехать в Абхазию для фестиваля и для страны. Большой праздник на самом деле. Вот, и я также исполню с Екатериной романса Рахманинова. И заключительный торжественный гала-концерт с блистательной Зариной Абаевой, которая покорила множество европейских оперных сцен. Вот, будет прекрасный вечер. Я вас приглашаю, дорогие друзья, на фестиваль провести это прекрасное время вместе с нами.
Саид, скажите, пожалуйста, все-таки вы планируете расширять географию своего фестиваля? Вот сейчас вы работаете на две страны, это Абхазия и Россия. Быть может, в дальнейшем есть какие-то планы привлекать зарубежных музыкантов для того, чтобы как-то более расширить и более сделать значимым и знаковым ваш фестиваль? На самом деле это очень интересный вопрос, с учетом того, что в советское время, когда организовывали вот вечера в Пицунде и привлекали множество также европейских артистов, что было очень сложным, собственно. Сейчас время тоже достаточно сложное, но при этом я вижу отклик и от своих европейских коллег тоже, что они с удовольствием посетили бы страну и фестиваль, и были бы очень рады выступить в Абхазии. Поэтому я думаю, что в будущем это, конечно, возможно. Я был бы этому очень рад. Саид, не могу не отметить, что Пицунда — это своего рода такая кузница талантливых людей. Большая плеяда выходцев из небольшого города нашей Абхазии, таких как Хибла Герзмава, Алиса Гицба, Лука Гаделия и, собственно говоря, вы в том числе, говорит о том, что наша страна, она все-таки обладает каким-то определенным таким потрясающим, скажем так, потенциалом, наверное, и, скорее всего, в этом есть причина и объяснение тому, что слияние культур и конфессий на территории нашей страны особенно ярко прослеживается в истории. Быть может, именно это и дает возможность развиваться личностям в области культуры и искусства столь успешно. Может быть, все-таки в этом есть какая-то такая вот сила, не знаю, можно подискутировать на этот счет, но, конечно же, вот если возвращаясь уже к началу нашего вопроса, диалога, я хотела бы все-таки более детально проговорить о концепции проекта, о том, как пришла вообще идея создания этого фестиваля и какие планы на будущее. И второй вопрос, если можно сразу, один вытекающий из другого, скажем так, у вас прослеживается в вашей практике работы над фестивалем такая коллаборация своего рода с артистами театра имени Фазиля Искандера. И я думаю, что это достаточно такой успешный опыт был. И могли бы вы об этом тоже более детально проговорить? Изначально проект и фестиваль задумывался в поддержку молодых абхазских оперных исполнителей, певцов. И я должен вам сказать то, что я считаю, что это было очень успешно. Нас поддержала тогда министр культуры Эльвира Анатольевна Арсали. Собственно, с ее рук как-то это все началось. Мы сделали небольшой просто концерт в театре совместно с Государственным камерным оркестром Республики Абхазия, солистами филармонии. Тогда еще, мне кажется, не все были солисты филармонии, потому что кто-то еще учился, кто-то вот только вернулся в страну. Мне показалось то, что вот это может иметь какой-то дальнейший рост, и действительно было так. И театр нас поддерживал, и вот уже во второй год наш фестиваль, наш концерт посетил Евгений Владимирович Князев, что тоже для меня было очень важно. Он был гостем, посетил наш концерт. Мы виделись и после. Он очень с большой теплотой и добротой отзывался. Для меня это дорогого стоит. И, собственно, на следующий год, на третий год, мы вот привлекли двух артисток русского театра. Они тогда еще были студентками «Щуки», Аманду Кварцхелия и Милану Ломи. И у них были небольшие монологи перед каждым антрактом. То есть на 10-15 минут. Вы знаете, это тоже имело успех, и для меня было важно именно поддержка молодых артистов.
Ну, в данном случае не важно оперных и драматических, важно, чтобы страна знала, что есть новые имена, которые стремятся поддержать абхазскую культуру и развивать ее. Это очень-очень важно, потому что проект нацелен именно на это. Вот, в 4-й год мы смогли организовать приезд большого оркестра из России. Это оркестр Национальной гвардии Российской Федерации. И дали большой концерт в Абхазском театре тоже. И дальше наше сотрудничество с этим оркестром имело для меня какие-то невероятные плоды, потому что, вы представляете, в Абхазии, вот в русском театре мы смогли поставить полноценный оперный спектакль. Но представьте себе, что такое оперный спектакль. Его действительно нужно готовить приличное количество времени. Мы смогли это сделать за 10 дней, конечно, при поддержке русского театра, театра Фазилия Искандера и руководства театра Ираклия Хиндба. Подтянулись все силы, и этот проект был реализован. Прозвучала опера «Богема» Джакомо Пуччини. На сцене тогда был примерно, я думаю, что в районе 70 музыкантов было из России и из Абхазии. И еще через год мы реализовали еще один проект, потому что когда у вас получается поставить оперный спектакль, это уже предел мечтаний, особенно внутри страны, потому что для этого необходимы, конечно, большие силы, да, и большие ресурсы. Следующим спектаклем оказался «Дом Паскуале» Гаэтано Доницетти, где еще была привлечена и хоровая капелла государственная. Здесь на сцене было уже более 80 музыкантов. Да, спектакль прошел с большим успехом, возможно, вы помните. Дальше, конечно, меня все это очень впечатляло. Я понимал, что это возможно и нужно продолжать обязательно. И была идея поставить Евгения Онегина, Чайковского. Но, к сожалению, приезд оркестра такой вот перманентный, это сложная процедура. И вот не удавалось, к сожалению, те 2 года сделать. И в этом году тоже не получилось, потому что еще вот юбилей органного зала, и мне хотелось как-то сделать акцент именно на этом, поэтому я вот устроил именно ряд концертов на фестивале «Гала». Ваша география творческая достаточно обширна. Абхазия, Россия. Но сейчас, в последнее время, вы очень активно работаете в Европе, особенно в Италии, да, преимущественно. Вот могли бы вы рассказать, как протекает ваша деятельность там, какими проектами и с какими именитыми музыкантами вы работаете? И какова дальнейшая перспектива ваша творческая относительно нашей страны, Республики Абхазия, быть может, с привлечением иностранных, европейских музыкантов, либо российских музыкантов? Вот немножечко об этом давайте поговорим. Ну, с Европой меня связывает, конечно, мое обучение, и карьерный рост начался, наверное, еще в то время, когда я учился в консерватории Венской. Вот после победы на итальянском конкурсе дирижера Тульо Серафин как-то вот больше предложений появилось, и я вот стал чаще там оставаться и работать. Вот из ближайших проектов будет на Вилла Музер совместно с очень известной сопрано Барбара Фритоли. Мы исполним концерт камерной музыки. Я буду исполнять Шумана «Любовь поэта», и Барбара исполнит 5 песен Матильды Визендонк Рихарда Вагнера. Следом, через несколько дней, я открою фестиваль «Виченца ин лирика» с венецианским оркестром и сопрано Клаудио Павоне, немецкий реквием Брамса. Тоже очень значимое мероприятие, которое будет транслироваться итальянским телеканалом. Вот. Ну и в дальнейшем также в разных городах пройдет реквием, и также камерные циклы будут, например, в Пинакотека ди Брера
в Милане пройдет такой же концерт с Барбарой Фритоли. Достаточно много интересных очень проектов, которые ожидают меня вот именно в период осени и зимы. Серьезная, большая работа, да. Хотелось бы, конечно, поговорить о том, каких именно музыкантов из нашей как бы плеяды артистов в этом году вы привлекли в проект. Все-таки проект масштабный, проект сложный, и вот хотелось бы знать поименно, кто участвует в этот раз. Бала, спасибо большое за этот вопрос. Для меня это очень важно. Вы знаете, что все предыдущие года также для меня обязательно привлечение молодых артистов абхазских. И вообще все это начиналось совместно. Наша идея Альдоны Цкуа, Нана Черкезия, моя. И мы как-то вместе все это, знаете, подарили этому жизнь. Для меня эти люди, они очень-очень важны. И Альдона Цкуа, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Елена Анкваб. Эти люди, которые идут вместе со мной и поддерживают меня, и участвуют в фестивале. И благодаря этому фестиваль становится краше, лучше и популярнее, что очень важно. В этом году фестиваль Кристина Эшба, конечно, который вот на прошлом году тоже участвовала в Пицунском храме вместе с оркестром. Был совершенно изумительный гала тогда, правда. До сих пор все о нем говорят и все помнят. В этом году со мной в концертах будет Лука Гаделия, заслуженный артист Республики Абхазия. Также мы пригласили Елену Хагба. Она будет солировать в партии арфы, как приглашенная арфистка в оратории. Вот. Так что со мной все время рядом стоят абхазские артисты, которые меня поддерживают, чему я очень-очень благодарен и рад. В завершение нашей беседы не могу не спросить вашего мнения о значимости культуры и искусства в развитии современного общества. Насколько это влияет на развитие и прогресс государства, и как это перекликается. И, безусловно, в данном конкретном случае хотелось бы, конечно же, спросить, как наша страна в лице правительства, Министерства культуры поддерживает ваш проект, ну, с учетом того, что это уже не первый проект, а уже 7-й раз вы проводите данный фестиваль в нашей стране, соответственно, поддержка со стороны государства имеет место быть. Как я уже сказал, с самого первого проекта Министерство культуры, конечно, поддерживает фестиваль «Ежегодная история». Вот, но помимо Министерства культуры также различные министерства, такие как Министерство по туризму, администрация города Пицунда, администрация города Сухум, наши постоянные спонсоры и партнеры. Сначала это был Аквафон, теперь Амобайл. И для меня, конечно, ну и помимо этого и театр тоже. Вот. Что является, конечно, неотъемлемой частью фестиваля. Я рад, что руководители, собственно, разных времен это понимают и поддерживают молодых абхазских артистов и понимают, что за этим стоит будущее, и что без культуры и искусства будущего просто быть не может. Поэтому я всем очень благодарен, и я очень надеюсь на будущую дальнейшую поддержку тоже. Обязательно должен отметить, что официальным спонсором фестиваля уже много лет является концерн «Росэнергоатом». Это основной наш спонсор, благодаря которому фестиваль возможен, и оперная история в Абхазии возможна. Огромное всем спасибо. Как итог, могу сказать от имени зрителя, что все-таки для нас, для жителей Абхазии, это имеет колоссальное значение, и
своего рода фееричное такое событие, знаковое, культурной жизни нашей страны. Я думаю, что у вашего проекта, у фестиваля будет красивое, достойное продолжение. Я искренне вам этого желаю. И всем нам, и мы ждем открытия, фееричного открытия, красивого торжества и праздника искусства. Спасибо.